Через 2 года в России поменяется порядок выплат больничных и пособий матерям. Деньги начнут поступать не от работодателя, а из Фонда социального страхования. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Также он указал, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам начнут оформлять автоматически только на основании электронного листка нетрудоспособности. Заявлений больше не потребуется. По мнению Мишустина, такой порядок позволит сберечь время и нервы, которые тратятся при заполнении многочисленных документов. В некоторых регионах, напомнил он, такой механизм уже действует в экспериментальном режиме. Еще в марте Минтруд указывал, что прямые выплаты запущены в 69 субъектах Российской Федерации. Новая дополнительная выплата к Новому году в сумме 10 тысяч рублей может появиться в России. На нее могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны. Соответствующее обращение направлено к премьеру Михаилу Мишустину. Предполагается, что новогодняя выплата будет единовременной. Авторы инициативы считают, что такая мера поддержки позволит ветеранам закупиться к новогоднему столу и таким образом преодолеть кризис, вызванный пандемией. Минэкономразвития разрабатывает золотые паспорта для богатых иностранцев, как это уже ввели на Кипре, в Британии и Сингапуре. Так, российские власти хотят заманить богатых иностранных инвесторов, готовых вложиться в экономику страны. Для получения золотого паспорта иностранцы должны выполнить как минимум одно из 4 условий: владеть какой-то российской компанией, вложив в нее не менее 15 миллионов рублей, вложить 15 миллионов рублей в российский бизнес или открыть собственное дело с уставным капиталом не менее 10 миллионов рублей, не менее 3 лет быть владельцем российской недвижимости или гособлигаций на сумму 30 миллионов рублей. Проект, полагают в Минэкономразвития, станет хорошим стимулом для привлечения денег иностранцев и создания рабочих мест. Однако пока неизвестно, на жителей каких стран рассчитана эта инициатива. Соглашение, подписанное между Якутией и Федеральным агентством по государственным резервам, направлено на обеспечение северного завоза, на взаимодействие и обмен информацией по вопросам продовольствия и нефтепродуктов. Документ подписали в Москве глава Якутии Айсен Николаев и глава Росрезерва Дмитрий Гогин. Соглашение заключено на 1 год с возможностью продления. Отмечается, что основная цель соглашения – оказание поддержки Якутии в случае временных нарушений снабжения важнейшими видами сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе путем предоставления материальной ценности государственного резерва в заимствование. В свою очередь, правительство республики планирует направлять в Росрезерв информацию о востребованности выпускаемых материальных ценностей на территории региона. У россиян появится возможность досрочно оформить в собственность участки, которые они получили в безвозмездное пользование на Дальнем Востоке, если возьмут ипотеку на строительство жилого дома на этой земле. Соответствующий закон приняла Государственная Дума. Закон позволит пользователям гектаров передавать землю в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств при оформлении ипотеки на строительство жилого дома. Такая новация станет дополнительным стимулом как для освоения земельных участков, так и для развития индивидуального жилищного строительства на Дальнем Востоке. Раньше земельные участки могли быть переданы в собственность гражданам только по истечении 5 лет.